говорить о карте. Карту мы составили, точнее она составлялась достаточно долгое время. Это карта башкирских родов и деревень, где мы указали рода, которые есть в башкирской родовой системе, и связали их с деревней. То есть человек может, в принципе, посмотреть, где его деревня и к какому роду она относилась. То есть это карта историческая. Она составлена на основе документов конца 19-го, начала 20 веков. То есть это фактически ситуация, отражает ситуацию, которая была вот до советский период, до революционный период. Тема она интересна, но я бы хотел, наверное, сказать не столько о карте, сколько в целом о системе, башкирской родовой системе, клановой или кланово-улусной системы и так далее. Вот что она из себя представляет, почему она так важна оказалась для башкир и почему она сохранилась. Скорее всего, подобные системы в той или иной форме, скорее всего, были практически у всех народов, во всяком случае, Северной Евразии точно. В том числе русский этнос тоже делился на рода, те же самые фамилии Кузнецова, Скворцова, Сковородкина и так далее, это, по сути, родовые клички. Мы знаем у удмуртов, например, да, у удмуртов была маршрутно-родовая система. Сейчас ее тоже можно, в принципе, в той или иной степени восстановить. Но у башкир она очень хорошо сохранялась, и она сохранялась практически вот до совсем недавнего времени. Причем люди жили по этой системе, родственные отношения выстраивали по этой системе, то есть брачные отношения тоже вот буквально, наверное, до середины 20 века, может, до начала 20 века. Эта вся родовая система сохранялась, клановая система сохранялась. То есть люди фактически жили по ней. Почему это было так важно? А все это связано, выше было сказано, все это было связано именно с землей, то есть отношением к земле. Я бы здесь, знаете, аналогию такую привел. Вот у каждого, скорее всего, мы здесь все взрослые люди, наверняка у каждого из вас есть какое-нибудь свидетельство. Свидетельство на право, свидетельство на дом, свидетельство на недвижимость, свидетельство на землю или что-нибудь еще. И там у вас в свидетельстве написано имя человека. Там, свое имя или имя тещи написано, да? То есть кто владеет вот этой землей или какой-нибудь там недвижимостью, да, или домом. Тогда вместо вот этой фамилии одного человека, то есть там не один человек выступал субъектом права, а весь род. Отсюда такое отношение к родам. То есть для того, чтобы оставаться субъектом права, необходимо было сохранять свой род. Необходимо было, отсюда такое отношение к родословным. Почему у нас так хорошо заходит Шажире Байрамна, да? Почему? Потому что вот это какая-то, скорее всего, память срабатывает, да, о том, что когда-то вот такое отношение, такое большое значение, огромное просто для жизни обеспечения играло именно родословное. На основе родословной подтверждали вотчинные права на землю, да, поэтому жизненно необходимо было сохранять свою родословную, сохранять свой род, свой клан для того, чтобы оставаться субъектом права, то есть обладать вот этой землей. И поэтому мы видим, что наши предки, они держались за эту систему. Это была очень важная система. И именно этим она отличается от тех же самых, казахов, например, возьмем казахский этнос. У них тоже родовая система, но она не привязана к родовой земле. Она другую функцию выполняет. Наверное, вот если проводить аналогии, что больше всего похоже на башкирскую родовую систему? Здесь я бы, наверное, привел самый такой неожиданный, наверное, пример. Мы ее сравниваем, пытаемся сравнить именно только в институциональном плане с клановой системой Горной Шотландии. Да, наверное, со всей Шотландии, да, и лоулендерами, и хайлендерами и так далее. Там, в принципе, примерно, конечно, с большими нюансами, но нечто вроде похожее, какие-то аналогии мы можем увидеть. Также закрепление за родом, клановые кланы также были привязаны к земле. Также, когда они лишались земель, они распадались. То есть это очень такая... Кстати, даже исторические сюжеты там примерно одинаковые. Вот помните, наверное, да, фильм «Храброе сердце»? Да, там тоже люди мобилизовывались вот, на восстание, да, там, Брюсом Уоллесом по клановому принципу, да, вот клан Макгрегор, клан там еще идет, да, то есть и у башкир, примерно то же самое, вот Бабалар, вот Туанар и так далее, вот они вот собираются и так далее, то есть не только
функцию такую чисто правовую имела, да, ну и, в принципе, в целом охватывала все такие стороны жизни. И здесь, да, аналогии можем приводить, кстати, шотландские восстания, они тоже примерно вот по времени совпадают с башкирскими восстаниями, примерно тоже вот 17-18 века. Ну, это, в принципе, причина-то одна, примерно, расширение вот этих империй нового времени. С одной стороны Великобритания, с другой стороны Российская империя, да, то есть всегда шла такая очень непростая интеграция. Тем не менее, башкиры смогли интегрироваться в эту систему, очень хорошо интегрировались, они нашли себя именно в таком военном обществе, да, и мы знаем, и там уже Первая Отечественная война, да, 12-го года, заграничные походы, это и польские, и так далее, Семилетняя, Северная война и так далее. Все это очень хорошо туда башкиры смогли найти свое такое место в большой российской многообразной империи. Вот. И именно за счет этого специфичного отношения к земле, специфичного отношения к своей родине, да, и, собственно, и развиваться башкирский народ и формировался в том виде, в котором мы сейчас его, собственно, имеем. И сейчас перед нами стоит задача, перед общественностью, перед людьми, кто, так сказать, отвечает, можно сказать, несет ответственность за историческую память, восстановить ее, да, помнить о ней и передать следующему поколению. Здесь не обязательно идет речь о неком возвращении к родовому принципу и так далее. Здесь идет речь о сохранении памяти своих предков, то есть о сохранении своих ценностей, о ценностей исторических, которые были оправданы веками. И поэтому, конечно же, вот такие мероприятия, как Шежере Карана, как и Инар, и тот же Атайсан, на самом деле, он тоже бьет, так сказать, по этой цели.